Так, вот с этого момента мы видим запись. Еще раз Изенер, здравствуйте. Вот, Юля, давайте с вами пообщаемся. Так, Татьяна к нам подошла. Так, мы только что начинаем занятие. Ну и давайте. Вчера мы, Татьяна знает уже, как это все ведется. Юля, по-моему, просматривала материалы. Давайте еще раз проверимся. Изенер. Так, Татьяна, вы меня хорошо сейчас слышите? Если хорошо слышите, поставьте пятерку. Если слышите, 5. Так, Юля меня слышит. Татьяна, так, если слышите меня хорошо, поставьте 5. Давайте начнем. Я предложу вариант. Я уже говорил, что сегодня надо будет вам примерно 5-10 фраз. Давайте мы где-то 10 фраз, наверное, разберем. В итоге у нас получится фраз 20, наверное, да? От Юлии, от Татьяны. И эти фразы я потом вынесу на сайт. Дело в том, что давайте я сейчас покажу. Кстати, вот хочу спросить, Татьяна, вы сейчас с компьютера или с телефона зашли? И Юля, с компьютера или с телефона? Дело в том, что если вы зашли с телефона, то вы не увидите рабочего стола. Пока эта вебинарная комната плохо работает с сотовыми телефонами, ну, не знаю почему. Так, да, с компьютера, тогда вы увидите все то, что я буду показывать. Так, ну вот, Таня, к сожалению, опять вы не увидите то, что я буду показывать, но Юля будет видеть. Ну, смотрите, я, в общем, вчерашний материал выставил на сайт. Пока на официальной странице этих уроков нет, но тем не менее, давайте я продемонстрирую изнутри уже, что я делаю для тех, кто будет заниматься. Прямо с админки покажу сайта. Ну вот тут есть серия уроков, курсов. И примерно вот сейчас перейдем к курсам. Ну вот смотрите, хакасский язык онлайн для начинающих. И пока, конечно, логика этих курсов, она вот только-только формируется. И тут будет учебный план, ну, обзор, понятно, цель курса, структура курса, это все пропишется, учебный план. Учебный план будет формироваться из того, что мы будем наговаривать. Ну, например, мы вчера проговорили тему, допустим, да, и мы там просмотрели определенные фразы. К примеру, вот у нас был тестовый урок, первые бытовые фразы, и, внимание, тут я решил обратить на местоимение и в настоящее время. Здесь же вставил видео, то, что вчера проходили, и это видеть будут только те, кто обучается. Вот эти материалы, они в общем доступе, этих не будет материалов. Дальше я вынес фразы из видео для заучивания. Вот эти фразы, они будут вам видны. Идет русское предложение, русская фраза, потом на хакасском языке. Это все, что есть здесь в записи. Далее, грамматика. По грамматике я тут проставил небольшие правила, скажем, вот личное местоимение, да, их надо будет заучить. Из серии местоимения мин, син, ол, ну и так далее, да. И аффиксы настоящего времени. Ча-чеп, чап-че. Вот, 4 аффикса. И тут примеры. Пасща, исще, ойнапща, кюглепще, допустим, да. Вот. Дальше, что будет? Дальше будет тестовое задание. Давайте я сейчас еще раз вернусь к курсу. Вот, так, подождите. Вот. Тестовое задание, и в тестовом задании я примерно прикинул, вот смотрите, допустим, да, тут я проверял, как это все работает, пройти повторно тестовое задание, нажимаем на урок, и что будет проходить, вот, человек будет отвечать на вопросы, ну, допустим, выберите правильный перевод из предложенного внизу вариантов слов, найдите правильный вариант слова мин, ну и человек ставит мин, я, допустим, да, проставил, идем на следующий вопрос. Тут всего 6 вопросов. Надо будет их пройти за 4 минуты, вот этот тест. И найдите правильный вариант слова син. Ты, допустим, да, отмечаете и идете дальше. Следующий вопрос. И вот таким образом человек проходит тест на перевод, на знание слов. Ол, допустим, он, она, ну да. Следующий.
И, допустим, ну, давайте сейчас сделаем намеренно ошибку, чтобы вы видели, как работает система. PIS, ну, допустим, не мы, да, правильно мы. Ну, мы сделаем, допустим, ты. Специально ошибемся. Просто я хочу показать результат, как эта система будет работать, как она работает. Ну, CRR, допустим, тоже давайте условно мы сделаем, да. Ошибемся специально. CRR это вы, так, и ULR они. Ну, здесь правильно поставим. И смотрите, здесь тест заканчивается, закончен. Жмете на закончен. Так, хотите завершить тест? Да, хотим завершить, окей. Жмем. И получается результат. Ваш результат 66%. Так, ну вот из point точки, то есть из 6 вопросов 4 правильных. Теперь нужно просмотреть, какие ошибки и где они были сделаны. Смотрим просмотр. Когда жмем на просмотр, то тогда, смотрите, вот допустим, видите, правильный ответ min, да, правильный. Почему? Синяя полоска. Говорит о том, что это правильно. Так, жмем на следующую кнопочку. Син, ты, так, правильный ответ. Так, син, правильно. Следующую кнопку жмем. Вот, all, он, она, оно. Синяя полоска. Здесь правильный ответ. Идем дальше. И вот смотрите тут. Тут ошибка. PIS, видите, ошибка выделена красным. PIS, а правильный ответ выделен синей полоской. Вот. Вот. PIS это мы. Правильно мы. Вы видите, что ты это неправильно. Мы. Таким образом вы будете видеть, или обучающийся будет видеть, где он совершил ошибку. Жмем дальше. Слово CRR точно так же, видите, ошибка на мы. На самом деле синяя полоска идет на вы. Вот. И жмем дальше. И так вот будет оцениваться тест. Вот здесь все правильно. OLR, тут правильно. Красной вот этой полоски нет, но синяя полоса. Все правильно, да. И смотрим итого. Еще раз мы резюмируем это дело, да. Ну вот это вот у нас и повторяется. Ну и дальше, допустим, следующие уроки и так далее. Это все выстроится. Пока это, конечно, все в разработке. Возвращаемся к курсу, к началу, да. И вот мы, тут общий курс, это все будет потом заполнено. Тестовый урок 1, 2, 3, тут будут, допустим, разные уроки, да. И если все будет хорошо, если у нас подойдут люди и действительно займутся обучением хакасского языка, то будут материалы курса. То есть человек будет себя тестировать, вот курсы, да. Хакасский язык онлайн, ну, допустим, пока бесплатно выставил, да. Это все оформится, конечно, и человек проходит обучение. Это только для тех, кто зарегистрирован. Вот бытовая фраза, еще раз мы откроем курсы. Да, вот эти вот курсы, они будут открываться для прошедших регистрацию. Можно смотреть, изучать и тут прослушивать урок. То есть всегда можно прослушать. Я еще постараюсь сделать очень кратко, как вот эти фразы, пока я сегодня, к сожалению, я не успел сделать, но я буду выставлять вот эти уроки, которые проходили в реальности, а также отдельно буду зачитывать эти же фразы, чтобы люди прослушивали, и читать буду не только я. Я постараюсь найти людей, которые тоже, чтобы поучаствовали в этом процессе. И это будет занимать минут 10, допустим, да, прослушивания. Может быть, даже минут 5. И тут еще будет одно видео. Если, может быть, не надо весь урок прослушивать полностью, да, человек только хочет фразы, допустим, услышать, как это звучит, он будет слышать только фразы. И все, ничего лишнего потом уже на другом видео не будет. Но это видео будет записываться только после реального курса, после реального прохождения занятия. Почему после реального? Дело в том, что когда... Так, я сейчас, подождите, вернулся обратно, да. Потом отвечу на вопросы, хорошо. Так, и вот смотрите, в реальности что происходит? В реальности вы будете задавать вопросы, и я буду реагировать именно на ваши вопросы, потому что ну, кто-то знает какие-то фразы, а кто-то эти фразы не знает. Вы их, допустим, прописываете,
Ну и будем учиться друг у друга. Я буду отвечать, допустим, здесь, да, а вы будете... Эти материалы, они будут выноситься уже вот сюда, в том числе на сайт. Так, а теперь отвечая на вопросы, Татьяна, вот через планшет я вот пока, честно сказать, еще не проверил, потому что у меня планшета нет, а человек пока еще, в общем, не проверил. Через ноутбук вообще проблем не должно быть. Это тоже компьютер. Так, вот Юля, да, вы... так, да, я прошу прощения, вот прошу прощения еще раз. Теперь смотрите. Так. Так, давайте еще раз. Так, Юля, теперь смотрите, еще раз. Вы сейчас, Юля, видите мой экран? И я тут... Так, вот сейчас экран видите? Да, вот, короче, я прошу прощения, тоже, в общем, учусь. Вот смотрите, еще раз давайте я покажу. Вот следующее окно. Вы сейчас видите сайт? Вот, Юля, видишь сайт? Нет, я сейчас вернусь обратно. Сейчас, подожди. Все, видите сайт, да? Так, вот смотрите, подождите, давайте я тут минуту где-то побуду. Дело в том, что сигналы идут 25 секунд, они запаздывают немножко, поэтому давайте проговорю еще раз. Если вы видите вот этот сайт, вот только все, что я теперь рассказывал, давайте еще раз повторю, потому что вы не видели, я там просто кнопку не нажал. Так, еще раз давайте проверим. Если вы видите, напишите, что да, видим сайт, тестовый урок, видим материалы по курсу, вот видео изображение тоже видите. Так, все, значит, все хорошо, я продолжаю. Давайте еще раз повторим. Вот смотрите, сейчас я на сайте, подождите, сейчас скопирую. Так. Ссылка на этот сайт в вебинарной комнате есть, на самом верху где-то должен быть, вот лицевая сторона сайта. И вот смотрите, я зашел в админку, так, вот в админку, да, давайте с этого начнем. Смотрите, как будет выглядеть этот курс для тех, кто зарегистрировался. Он будет вот такой. Хакасский язык онлайн для начинающих. И тут, смотрите, курс, допустим, да, курсы. Вот, курсы. И хакасский язык онлайн для начинающих. Ну, тут все я потом оформлю, как положено. Ну, допустим, нажимаем на это дело. И скажем, вот то занятие, которое мы прошли здесь, я его вынес сюда. Тестовый урок номер 1, бытовые фразы. Вот. Он выглядит вот таким образом. Давайте я еще раз вернусь. Видно? Нет? Еще раз повторите, пожалуйста. Да, видно, что. Пропишите, что видно или нет. Я подожду немножко. Минут, секунд 20, чтобы опять я тут впустую не проговорил. Но, знаете, все равно, даже если вы раньше не увидели, вы просто на видео потом я выложу в интернет, и все равно это вы потом посмотрите. Ну вот смотрите, вот еще раз. Буду выкладывать видео, урок, который прошел, да, вот вчера мы проходили, этот урок можно будет тут пройти, да. И те фразы, которые мы заучивали вчера, они тут есть. Я их специально выписал, вот эти фразы, но уже без воды, скажем, да. Допустим, сейчас и любой из вас может просмотреть, что будешь делать, ниме идерзим. Таңды ниме идерзим, завтра что будешь делать. Ну и вчера, допустим, Татьяна спрашивала меня, нет дома, я ушла на рынок, как по-хакасски. Мин ибде щоглзм, рынок сарпарабсам. И эту начитку я сделаю отдельно на видео. Я просто сегодня не успел, вот говорю, сделаю на видео. И с тем, что есть вот этот вот реальный урок, да, вы будете видеть уже отдельно просто начитку. Чтобы все, здесь же урок он примерно 50 минут идет, а сама начитка она займет, допустим, минут 5-7, чтобы вы время не тратили опять на все то, что здесь есть, и чтобы
Ну, в общем, чтобы сэкономить ваше время. Ну и тут идет короткое представление грамматики. Все равно грамматику надо будет понимать, логику языка надо будет понимать, из чего складывается система. Вот, допустим, грамматика. Местоимение, надо будет местоимение заучить. И аффиксы настоящего времени. Чачеп, чапче. Вот. Допустим, да. И тут пример. Пасща пишет. Исще слышит. Ой, напща играет кюглепще. И вот эти вот пояснения, они будут. Буду еще давать источники к учебникам, чтобы вы, ну, если хотите посмотреть, допустим, да, могу дать научную грамматику. Ну, там смысл, если копаться, ну, если надо, конечно, тоже дам. Ну вот, да, и тест. Давайте еще раз я тест пройду, чтобы вы увидели, да, как это все на самом деле идет. Так, давайте еще раз я вернусь на комнату. Так, еще раз мне дайте понять, что вы все видите. Я еще подожду секунд 20. Если все нормально видите, мой рабочий стол хорошо видите, пропишите «да». Пис, поставьте. Пис это 5. Пис, турвыс пернер поставьте. Давайте я тут пропишу эту фразу. Турвыс пернер. Так, пис. Давайте вот это слово тоже пропишу. Вот что означает пис тургыс перенер. Пис это 5. Пис это мы. Да, ну пис или пис. Пис мы, пис 5. Так, в общем, возвращаемся еще раз. Да, 5. Ага, все. Так, давайте мы возвращаемся к нашему тесту. Как он выглядит? Вы видите, что результат этого теста, который я дальше пытался демонстрировать, давайте еще раз мы пройдем. Пройти повторно. Шестой осталось 6 попыток. Всего тут заложено 10 попыток теста. 6 остается. Так, хотите повторить тест? Да, хотим повторить. Окей, жмем. И смотрите. Сейчас загрузится. Вот. Всего 6 вопросов. Это, конечно, только пример. Пример, да. И справа видите, что надо будет за 4 минуты, за 5 минут это все пройти. Есть ограничения по времени. Выберите правильно перевод из предложенного внизу вариантов. Допустим, мин. Мин по-хасски я. Да. Вы выбрали правильно, поставили чекбокс и идете дальше. Жмете на кнопку «Следующий». Открывается вторая страничка, второй тест, да. Второй вопрос, точнее говоря. Слово син по-хакасски как будет син? Ты. Вы ищете, вот ты. Так, отметили и жмете дальше, следующий. Вот внизу здесь. Это я потом дам ссылку вот на эти странички, вы пройдете регистрацию. Вот, допустим, так, all. Ну, давайте мы сделаем ошибку намеренно, скажем all. Я, да. Мы делаем намеренную ошибку. На самом деле all это он, она, оно. Жмем следующий. Пис. Пис. Мы. Давайте мы правильно ответим. Жмем следующий. Допустим, слово «сырер» мы не знаем, когда и не хочется ошибиться, мы просто пропускаем. Пропустить. И остается олер, они. Ну, допустим, мы правильно ответим. И таким образом тест заканчивается. Закончен. Жмем. Окей. Соглашаемся с тем, что хотим закончить. И мы видим результат. То есть тест прошел удачно, то есть на 66,7%. Да, 6 вопросов. Да, 4 правильно и 2 неверно. Давайте посмотрим, какие неверно. Просмотр. Жмем на просмотр. И тут следующий принцип. Я дальше говорил. Если правильно, значит синяя полоска. Мин, я. Синяя полоска, правильно. Следующий. Жмем. Так, син, ты, правильно. Синяя полоска. Следующий жмем. Так, следующий.
Так, all, видите, ошибка, all. Ошибка выделена красным чекбоксом. На самом деле, вот да. Правильный ответ вот. Она в синей полоске. Жмем следующий. Мы поняли, что здесь ошиблись. Дальше. Мы. Следующий. Так, а мы тут пропустили. Да, ничего не нажали, но красного выделения нет. Но мы видим, что вы правильно здесь. Ну, так. Серер вы, допустим, да. И жмем дальше. Вот они. Олар они. Тут правильно. Итого, в общем, вы увидели свои ошибки, посмотрели. Можете еще раз повторно пройти тест. Еще раз. Тут всего 10 попыток. Ну, за 10 попыток, я думаю, тут можно до автоматизма это довести на самом деле. Ну, вот такая система пока есть вот на сайте. Ну и, в общем, эту систему я тут строю. Я еще раз говорил, что система будет отстраиваться из практики. Из того, как мы будем реально проходить. То есть, какие реальные фразы предложите именно вы. Я-то могу придумать что угодно, но вам это надо будет или нет, я сказать не смогу, поэтому только вы придумываете те фразы, которые вам нужны. Конечно, мы будем задавать темы, ну, допустим, будем определяться. Да, давайте мы сегодня сейчас определимся с темой знакомства. Ну, хотим познакомиться, давайте вот как мы это будем делать. Как вы хотите познакомиться? Давайте по-русски пропишите Татьяна и Юлия, да, пропишите вот фразы. Как мы знакомиться будем? Пока я общий экран отключаю. Так, пропишите фразу на русском языке. Как вы знакомились бы с кем-то? Так, вы меня слышите, нет? Так, здравствуйте, меня зовут Татьяна, допустим, да. Ну, здравствуйте, вы знаете стандартную фразу изенер, да. Именно форма множественного числа, изенер. Да, вот. Минен адым Татьяна, допустим, да. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Изенер минен адым Татьяна. Так, и второй вариант. Добрый день. Вот добрый день по-хакасски. Шаллахай күннәң. Шаллахай күннәң. Шаллахай күннәң. Добрый день. Шаллахай добрый. Шаллахай күннәң. Добрый день. Меня зовут Юля. Стандартная фраза. Минен адым, допустим, Юля, да. И дальше. Как я могу к вам обращаться? В хакасском варианте это будет мага сирер зер хайди айлынырга, допустим, да. Мага сирер зер хайди айлынырга. Это один вариант. Вот смотрите, дело в том, что у каждого языка своя логика, да. В русском языке как я могу к вам обращаться? Дословный период мага сирер зер хайди айлынырга. Мага мне сирер зер к вам. Хайди как айлынырга обращаться. Ну, это буквально, да. Ну, вот так можно, я думаю, сказать. Вот мага сирер хайди айлынырга, если вы так скажете, изенер минен адым Юля. Мага сирер хайди айлынырга. Это нормальное обращение. Тогда человек, допустим, скажет, да, изенер минен адым сибдейтом, допустим, да. И это будет нормально. Так, дальше продолжаем.
допустим, да, ну вот мы хотим ознакомиться дальше. Вот, предположим, я скажу мин адам сиддей том, теперь вы знаете, мин тохчем интернетте, допустим, да, я говорю мин тохчем интернетте, я работаю в интернете. Серер хайды тохчазар, да, вот, так можно спросить, а вы пропишите свой вариант того, как вы хотели бы продолжить общение дальше. Я переведу. Так, тут пока вы, допустим, там пишете, что, как можно договариваться. Рекомендую к занятиям приготовить заготовленные фразы. Дома прямо выписываете в документе Word, допустим, да, и вот прописали, допустим, вот эти 5 фраз я хочу заучить, вот как это будет на хакасском языке, и прямо, допустим, по одному или по два, ну, в общем, можно все фразы, наверное, сразу выложить в чат, и мы уже будем каждую фразу, допустим, обсуждать. Предположим, Татьяна пришла, она заготовила 5 фраз, да, и мы каждую фразу обсуждаем. Юля, допустим, пришла, тоже свои 5 фраз заготовила, а мы обговариваем тему знакомства, допустим, да, вот заготовьте 5 фраз. Все, тему знакомства, каждый готовит по 5 фраз, мы за 50 минут, я думаю, успеем обсудить каждую фразу, ну, даже если у нас будет 10 человек, предположим, да, если 10 придут, то там будут, конечно, уже повторы, и основные смыслы мы все равно уже будем понимать. Ну и, в общем, мы поехали дальше. Какая фамилия у вас? Так. По-хакасски аналог серернің фамилияңар кем? Серернің фамилияңар кем? Серернің фамилияңар кем? Какая ваша фамилия? Откуда вы родом? Откуда вы родом? В хакасском языке род, давайте мы оставим, но род таңзар. Ну, есть но род таңзар, да. Алай это или сёгенер но полча. Сёк это буквально кость, но имеет отношение к роду. Сёгенер но полча. Сёгенер но полча. Сёгенер но полча. Но род таңзар, но из какого род таңзар? Рода, но род таңзар, да, откуда вы родом? Сёгенер но полча. Сёгенер но полча. Тут у меня иногда могут выскочить ошибки, просто описка может произойти, поэтому тоже надо будет посматривать. Так, но род таңзар, из какого рода, откуда родом, да. Сёгенер но полча, вот, ну, откуда это родом, этот смысл тот же самый. Сёгенер, ваша кость, ваш род, но полча, каким является буквальный перевод. То есть откуда вы родом. Фамилияңар, серернің фамилияңар кем? Ваша фамилия как? Дальше, сколько вам лет? Серерге нинже час. Допустим, да, серерге нинже час. Сколько вам лет? Серерге нинже. Нинже сколько? Час лет. Серерге нинже час. Дальше. Чем вы занимаетесь? Чем вы занимаетесь? Тут имеется в виду, конечно, на какой работе работаете, да, вот кем работаете. Хайдық тоқысты тоқчызар. Хайдық тоғысты тоғыншазар. Хайдық тоғысты тоқчазар. Хайдық тоғысты тоқчазар. Я специально еще медленно проговариваю фразы, чтобы при повторном просмотре вы могли прислушиваться к речи. Хайдық тоғысты тоқчазар. На какой работе вы работаете? Чем занимаетесь? Где живете? Хайда чуртапшазар. Хайда где?
Шуртапшазар живете. Хайда шуртапшазар. Шуртапша живет. Шуртапшазар вы живете. Ну вот грамматические аффиксы потом я пропишу уже на сайте. Там вы увидите раздел грамматики. Но здесь вот хайда это местоимение, да. Место хайда где. Шуртапша зар. Шуртапша. В настоящее время зар вы. Где вы живете. Хайдаг. Тохста тохчазар. Хайдаг какая? Тохсте. Это место. Помните, в прошлый раз мы говорили, да, да, де, тате, это аффиксы места. Тохс это работа. Хайдог тохста. На какой работе? Тогонча. Тогонча буквально работает. Тогончазар работаете. И вот смотрите, логика какая. Хайда тогончазар, хайда шуртапшазар. И вот это зар, 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 зар. Это аффиксы второго лица на вы. Ну вот примерно так. Есть какие вопросы непонятные? Я бы хотел бы, может быть, ваши рекомендации какие-то услышать. Ну вот, допустим, Юля, кажется, говорила, что лучше бы в скайпе заниматься. Вот. Но знаете, вот в чем моя личная идея в скайпе? Конечно, как бы там можно, наверное, заниматься, но, предположим, сюда придет человек 20-30. А мне хотелось бы, чтобы столько было. Тогда в скайпе с таким количеством людей просто невозможно будет. А 20, ну, в общем, чем больше людей, тем лучше. Да? А вебинарные комнаты, они рассчитаны на сотни посетителей. Поэтому, конечно, как бы мне самому хочется, во-первых, научиться работать вот именно вот на большую аудиторию, чем 10 человек, допустим, да. И, конечно, было бы неплохо, ну, конечно, вот в таком общем общении будут стандартные фразы, и здесь их проще, вот материал проще представлять, тут и видео можно показать, допустим, да. Вот смотрите, просто для демонстрации, скажем, я сейчас покажу, ну, хочу показать материалы, ну, допустим, по видео. Сейчас запись вебинара. Так, что-то я приготовлю, допустим, да, отсниму специально и хочу предложить. Вот, допустим, вот сейчас мне пропишите, вы видео видите или нет. Если видите, напишите «да». Ну, конечно, понятно, что у меня тут звук он хуже, чем вот, ну, я просто тут еще дополнительно пользуюсь программой OBS Studio. Конечно, я тут буду прокручивать видео более качественное, и оно на слух, то есть там со звуком будет все нормально. Я просто тут привел для примера, что есть такая возможность. И, в общем, конечно, тут лучше. Здесь также можно будет, ну, в общем, PDF формата посмотреть, да. Сейчас, подождите. Архивные материалы сюда можно загрузить, чтобы вы скачали. Здесь можно провести опросы, тесты. Ну и, в общем, тут, в общем, вариантов для ведения занятий больше, возможностей больше. Ну вот примерно так. В общем, какие у вас есть вопросы, пожелания, может быть? По идее, кажется, вот все понятно. Вот по второму занятию, по тестовому, мне вот хотелось еще раз, конечно, собрать людей, которые бы хотели заниматься, да, и как бы продолжаю идею того, что вот таким образом можно вести занятия. Ну и чтобы вы посмотрели, вам нравится, не нравится, потом вы сами сделаете вывод, подойдет ли вам такая форма общения или не подойдет, удобно вам или это неудобно. Так, вопросы есть? Если есть, то по занятию, по методологии, по методике, может быть, какие-то ваши пожелания. Я думаю, наверное, уже минут 35 у нас времени прошло. Ну, как бы минут через 5, наверное, уже мы закончим. Вопросы есть у вас? Может быть, пожелания какие-то есть? Татьяна и Юлия.
Вам на почту будут приходить, Татьяна, знаете, вот пройдите, сейчас, подождите, у меня в регистрации есть, нет? Так, так. Татьяна, знаете, что вот пройдите, пожалуйста, регистрацию вот, на сайте, да, вот я где-то, сейчас, подождите, еще раз скину ссылку. Справа на сайте, сейчас, подождите, ссылку еще раз скину. Там есть форма регистрации. Давайте я покажу экран еще раз. Так, сейчас я, Юля, сейчас посмотрю. Вот смотрите. Вот справа платный набор на курсах АКАС язык онлайн для начинающих. Вот заголовок вверху формы. Тут регистрация. Надо обязательно e-mail, имя и город. Почему именно здесь нужно пройти регистрацию, вот где вот зеленая вот эта вот форма регистрации? Дело в том, что по этим данным я буду делать рассылки. Они будут приходить на вашу почту. Эти рассылки со ссылками на материалы. Вот они выглядят вот таким образом. Давайте я вам покажу тоже, как это будет реализовано. Вы, наверное, уже, Юля уже ссылку получала. Так. Здесь в настройках. Вот, ну, тут оно таким образом заполняется. И эти ссылки, они будут приходить на вашу почту. Тут могут быть какие-то уведомления, ссылки на занятия, скачать там, ну, в общем, все, что будет нужно для занятий, они будут, то есть я могу отослать только тем, кто реально прошел регистрацию вот через вот эту зеленую кнопку. Вот зеленую кнопку. Так, а теперь с Юлей я посмотрю сейчас в админке. Так, у меня тут пользователи. Так, вот, Юля, к сожалению, тебя тут нет. Но давайте я сейчас... Ты сможешь пройти регистрацию вот, через верхнюю кнопку? Вот смотри, как это сейчас делается. Вот, регистрация. И тут жмете на кнопку «Создать аккаунт» внизу. Пишите электронный адрес и ваше имя. Регистрация. Так, дай-ка, ну, я потом проверю еще. И если вы проходите регистрацию, то у меня здесь на сайте обязательно высветится пока вот пользователь. Даже если вам уведомление не пришло, но вы там прошли вот эту систему, да, вот регистрацию, у меня все равно там система должна увидеть, что вы попытались это сделать. И тогда я веду вас уже, веду систему, а тут пока никого нет. Я понятно объяснил? Так, да, но на почту может быть ничего не прийти. Давайте так сделаем, вот в личном общении, вот я потом, Юля, мне ВКонтакте, я ВКонтакте тебе отошлю. Так, ты почту, по-моему, мне высылала, да, адрес. Я тебе логин, пароль вышлю, потом пароль сама поменяешь. Вот знаете, где поменять пароль? Давайте я, вот, Татьяна, тоже для вас. Пароль, каким образом вы поменяете пароль? Вот, допустим, у меня тут, скажем, пользователь, да, жму на «Изменить». Когда вы уже зайдете, и у вас будет мой пароль, который я вам предложил. Вы заходите, откроется такое окно с профилю, и внизу здесь «Создать пароль» новый. И прописывайте пароль, тут пишите свое, допустим, и там надо будет ОК нажать, и все, обновить пароль. И у вас будет свой пароль, этот пароль я уже знать не буду, поэтому как бы вот такая система. Так, вопросы еще есть? Ну и вот эти видео, они будут доступны только для тех, кто проходит регистрацию. Даже вот сейчас, смотрите, вот я на канале, да, у меня тут он идет доступ по ссылке.
Вот если сейчас мы возьмем, скопируем, и я зайду с другого браузера, ну, чтобы проверить еще раз. Допустим, я YouTube загружаю, и вот это первое тестовое занятие. Я жму, а его нету. То есть в общем доступе этого занятия нету. Он бы сейчас самым первым здесь вышел бы, но его нету. Он только по ссылке. Поэтому все видео, они будут просматриваться и видны тем, кто прошел регистрацию. Так. Ну вот, Татьяна, вы потом пройдете регистрацию на сайте, вот по зеленой кнопке, по зеленой форме, точнее говоря. Ну и на самом сайте. У вас, в общем, две регистрации должно быть. И на сайт, и на рассылку писем. Ну, вроде бы я все, что хотел сегодня сказать, кажется, я сказал. И вот это видео я сегодня также занесу в YouTube, и на следующем занятии, то есть к следующему занятию то есть вы уже будете видеть на сайте. Надеюсь, что я тут посижу, и вам он будет доступен. Вот эти материалы будут доступны. Как второе тестовое занятие. Так, ну, вроде бы пока все. Вопросы есть. Есть вопросы еще? Если вопросов нет, то я, наверное, буду завершать занятие. Вопросы есть? Угу. Юля Алгыс, спасибо. Алгыс знаете, да? Спасибо по-хакасски. Алгыс, так. Пишется так вот. Алгыс, спасибо. Так, Татьяна, у вас вопросы есть? Вы по оплате ничего не сказали, но имеется в виду я хочу вот спросить, кстати, сколько раз в неделю вам удобнее будет заниматься, 2 или 3? Вот давайте озвучите. Да, вот Татьяна спрашивает. Когда следующее занятие? Давайте сейчас определимся. Как вам удобнее будет заниматься, 2 раза или 3 раза в неделю? Татьяна, вам как удобно? Юля, тебе как? Да, хакасского алфавита я раскладку дам, ссылку дам, на сайте будет, можно будет скачать. Я покажу, как это делается, потому что там не вся раскладка, ну, тут у меня там 2 разные раскладки, я сейчас там тоже сам ищу, который из них лучше. Так, Юля 2 раза предлагает, Татьяна. Так, давайте пока определимся, сколько раз в неделю, а потом уже по оплате, потому что все будет зависеть от количества занятий. Татьяна предлагает 3 раза. Ну вот смотрите, вот если Татьяна готова 3 раза, допустим, я бы хотел бы тоже 3 раза, но смотрите, 3 раза, почему 3 раза? Дело в том, что человек 3 раза эффективнее, чем 2 раза в неделю. Тут не только в том, что, ну, поэтому я сделал вариант 200 рублей. 200 рублей за одно занятие. Это получается, если 3 раза в неделю, 600 рублей, да, по 50 минут. И в месяц 2400 рублей. Но если, предположим, вы пропустили занятия, да, все равно тематика занятия, я уже говорил, что она вам будет доступна. Все равно вы какие-то слова, все равно вы новый материал, новые фразы вы почерпнете из самих курсов. Если вы там, скажем, 2 раза в неделю пришли, может быть, вообще, ну, по-всякому бывает, да, но материалы будут доступны все равно. Вы их будете видеть на занятиях, кто-то будет, допустим, даже если 1, 2, 2, 3, допустим, да, все равно какой-то результат будет, и вы будете видеть. А теперь по оплате. В следующей неделе давайте мы занятие сделаем во вторник,
В понедельник я все материалы, которые сегодня есть, я внесу в интернет. И во вторник вечером также 8 часов. Нет, в следующую неделю. Вот эту неделю мы давайте еще 3 занятия сделаем тестовые. У нас всего будет 5 тестовых занятий. То есть вторник, давайте сделаем среда, наверное, и пятница. Так, сейчас подождите. У нас там система так. В четверг я не смогу, у меня там тоже, в общем, мероприятие. Вторник, среда, пятница. Давайте пока 3 раза в неделю, они будут тестовые. Тестовые. Ну и давайте договоримся так. Еще одна неделя, 3 занятия будут тестовые. Всего у нас 5 занятий будет тестовых. Давайте так. Вы приготовьте минимум по 5 фраз, так, тема знакомства, она, ну, скажем так, условно, сегодня у нас прошла, да. Ну, давайте расширим, может быть, тему дела, да, чем вы занимаетесь, ну, вопросы, касающиеся деятельности. Коротко, может быть, биографии, да, вот, ну, и чем вы занимаетесь. В общем, по 5 фраз приготовьте, мы продолжим занятия на следующем уроке. Юля готовит, Татьяна готовит, допустим, и мы их разберем. Так, по оплате. По оплате, смотрите, внизу есть варианты оплаты, когда вы лучше оплатить вот для пластиковой карты. Ну, мне так кажется, потому что я работаю с пластиковыми картами. И когда вы нажимаете на эту форму, здесь у вас выскочит таблица: фамилия, имя, отчество. Обязательно прописывайте их, обязательно электронный адрес, потому что я должен знать, кто произвел оплату. Если вы их не пропишете, я не буду понимать, кто-то оплатил, а кто это, я не знаю, допустим, да, поэтому пишите полностью. Эти данные буду видеть только я, больше никто их видеть не будет. То есть кто произвел оплату. У меня уже один человек сделал оплату здесь, вот, да. Но реально, ну, за одно занятие почему-то этот человек не пришел сегодня. Ну, вот такая система. Так, следующая неделя вот для Юли, я говорю, вот еще 3 теста будет бесплатно, а потом у нас получается так, с 16 числа сентября месяца там уже пойдет платная неделя. То есть одна вот эта неделя еще бесплатно 3 занятия, а следующая уже будет платная. Тогда уже, ну, вы уже определитесь точно, вам это надо или не надо, то есть вам нравится такой стиль вебинара или не нравится, как бы вы определитесь. Потом, ну, хотелось бы, конечно, чтобы оплата сразу шла за месяц. Знаете почему? Дело в том, что я хочу купить платную вебинарную комнату. Там стоит это 30 евро. Я хочу купить, и чтобы там мне записывать качественный материал. Там есть возможность записи вебинара, а то я пишу это со своей программки, и там звук он плохо идет. А если записывать вебинар прямо вот с этого ресурса, там, по-моему, звук идет нормально, корректно, он сразу идет уже в архив. В общем, там удобнее работать. Поэтому хочу купить платную вебинарную комнату. А сейчас мы работаем на бесплатной системе. Тут я сейчас записывал бы, да, и видео вы просматривали бы, но тут запись идет всего на 20 минут. И есть ограничения, в общем. А наше занятие уже идет, допустим, 50 минут, да. Мне приходится писать, ну, скажем, более худший материал, чем это возможно. Так, теперь по-хакасски. Сурглар парбе. Вопросы есть? Сурглар парбе. Сурглар парбе. Вопросы есть? Сурглар парбе. Вопросы есть? Если нет вопросов, то до вторника, до 20 часов вечера по абаканскому времени. Если нет, можно сказать, если нет, щогл по-хакасски нету вопрос. Щогл. Юля, молодец. Щогл, да. Но пишется правильно, вот так вот. Щогл.
Алгыс, да, щегл алгыс. Так, шрифт я вам скину в личку, наверное, скину. Вот я еще раз протестирую шрифт, и там вам дам ссылку. Скачайте. Сурулар щегл. Щегл, ага. Не щег. Вот смотрите, чем отличается щег от щегл. Когда спрашиваю суруглар парбе, лучше сказать щегл. Щег отличается, когда вот, допустим, ну, предположим, я вас куда-то приглашаю, да. Кинога парырздыңма. В кино пойдешь, ты говоришь щег. Нет. Это тоже щег. Но там уже щегл не скажешь. Кинога парырздыңма. Пойдешь в кино, там щегл уже нельзя, то оно не идет. Надо щег. А вот суруглар парбе щегл. Щег не подходит. Понятно, да? Ну ладно, хорошо, спасибо за то, что вы здесь пришли. Ну и в общем мы на этом сейчас завершаем занятие. Алгыс болсын, пазы туғасқанже до следующей встречи. И я отключаюсь. В общем, мы встречаемся во вторник в 20:00 вечера. Если кто-то есть у вас знакомый, было бы неплохо, конечно, если бы порекомендовали эти курсы. Чем? Алгыс болсын, спасибо за то, что вы пришли. Аным жоқтар.